Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Нравлюсь ли я ему? Какие у него планы на меня? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек и загадайте на мужчину. Представьте его мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, нравлюсь ли я тебе? Какие у тебя планы насчет меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что нам расскажет песочек. Так, ну что, мои милые, у мужчины к вам интерес есть. Причем такой, знаете, очень горячий, очень яркий. Вы для этого мужчины загадка. Мужчина вас не понимает. Не понимает, какая вы, чем живете, чем дышите, какие у вас приоритеты, кто вам нравится, либо что вам нравится, как вас заинтересовать. Он очень нуждается либо в вашей подсказке, то есть в вашем внимании, чтобы вы, может быть, ему как-то указали, какой-то разговор с ним провели, либо, не знаю, там добавили его к себе в социальные сети, чтобы он хотя бы понял, чем вы занимаетесь, чем вы интересуетесь, какие у вас приоритеты. Вот это важно. Этот мужчина, он переживает, что он может не попасть, либо попадет в просак. Я честно вам скажу, что я рядом с ним вижу еще женщину, но она другая, да, другого плана. Смотрите, вы какая-то возвышенная, вы такая вот, знаете, ну как принцессочка, да, такая вот прям и умничка, и красавица, и прям такая утонченная вся, с хорошими манерами, немножечко закрытая, да, скромненькая, очень такая вот, знаете, деликатная. А с ним женщина, вот его либо знакомая, либо с кем он уже там, ну как-то общается, да, она прям такая какая-то оторва. Она вульгарная, она, ну такая, знаете, не пренебрегает, нечистоплотная, да, вот в связях нечистоплотная, на язык грязная, скандалистка, любит деньги, может быть там прибухивает, ну такая вот, знаете, вот прям, ну, женщина с низкими моральными ценностями, назовем ее так. Я как бы не хочу никого осуждать, это не мое дело. Все люди разные, у каждого своя жизнь, может у него на это есть причины. Но ну, как бы, на мой взгляд, можно быть и немножечко поаккуратнее, да, и попереборчивее, что ли. В общем, женщина такая, вот прям, вот она я ваша, да, готова к вашим услугам. Вот, и эта женщина, она за ним ходит, понимаете, он ей нравится, она прямо его к себе прям хотела бы привязать, приклеить, чтобы он был ее. Вот, а он-то понимает, что эта женщина, ну так, ну может быть как развлечение, и то, может быть даже он ею и брезгует. Вот по трезвому состоянию он ею просто брезгует, потому что либо знает о ее прошлых похождениях, либо как бы... В общем, она ему не очень, да, не заходит. Может быть, когда там выпившие, когда там на веселе, может быть, что-то между ними и есть. Ну, а так вот, чтобы для серьезного, для постоянного, скорее всего, нет. Кстати, может быть, что эта женщина его жена, между прочим, тоже может быть. И тогда они, как, знаете, парочка, Семен и Адарочка. Он гуляет себе, как мартовский кот, но она, соответственно, гуляет себе. То есть... И он, и она догадываются, что у каждого есть еще отдельная сексуальная жизнь, но при этом они как бы закрывают на это глаза. Мужчина интересный, но мужчина со странностями. У него либо не было никогда нормальных женщин, либо вот женщины его реально испортили. То есть может быть какое-то чрезмерное оказанное ему влияние, может быть какие-то там ухаживания от женщин он получал. И он такой вот какой-то, знаете, вот ловелас, про таких говорят, да, очень уверен в себе. Вы ему нравитесь, вы для него такая вот диковинка, да, то есть вы не похожи на его круг общения и не похожи на тех женщин, к которым он привык.
То есть вы недоступная, вы себе на уме, вы аккуратная, вы не бросаетесь на шею, не вешаетесь, да, там, не ложитесь поперек дороги, ноги не расставляете. То есть ему как бы интересно становится, почему вы такая. Да, он видит все ваши черты, да, он может вас, кстати, там про себя как-нибудь там называть, там, типа аристократка, либо там недотрога, ледышка, да, то есть как бы вот, знаете, какой-то вот он вам дал такое вот имя для себя, его, но это не потому, что он там как-то несерьезно к вам, а потому что вот он вас выделил вот этим именем, да, этой кличкой, ну, не знаю, как правильно сказать, вы не обижайтесь за слово кличка, что-то я понесло меня, да, то есть прозвище, да, вот он как-то вас выделил среди других девушек. Что я хочу вам сказать? Этот человек, конечно же, в вас влюбится. Я вижу на перспективу. Пока, конечно, интерес. Просто интерес. И интерес скорее больше, ну, мужчины-охотника, да, вот сексуальный интерес, удовлетворить бы. То есть вы ему как женщина очень нравитесь. Ваша фигура, ваши черты лица. Также ему очень нравится то, какая вы горделивая, какая вы недоступная, понимаете, вот это нравится. Хочется вас покорить, хочется вас добиться, хочется вас сделать своей. Вот. На будущее я вижу, что мужчина будет в вас влюбляться. Это вот какой-то поэтапный процесс, это не один день, и это может быть даже не один месяц. На это уйдет время, потому что это человек пуганый воробей. То есть он уже влюблялся когда-то, может быть, давно-давно совсем. И это было очень больно. И он как будто бы себе запретил любовь. Он сказал: не надо, это больно, я не хочу ранить себя, ранить свое сердце. А любовь — это не к добру, да, не приносит ничего хорошего. Вот, а вы же такая, понимаете, вас же только можно любить. И никуда он не денется, он в вас влюбится. Если вы этого человека хотите на продолжительной основе, чтобы была любовь, отношения, то вы все правильно делаете. Вот ведите себя вот именно такой недоступной. Но при этом вы должны его немножечко провоцировать, то есть как бы бросайте ему вызов. Если вы умеете шутить, острить, поддержите его разговор. Если вы, например, занимаетесь спортом, вы можете бросить ему какой-то челлендж, вызов, да, чтобы он вам ответил. То есть вы должны ему показать, что он вам интересен. Да? Пусть не нравится, пусть не люблю, а вот ты мне интересен. И тогда вот он к вам прям заиграет, потому что ему очень страшно получить отказ. Он не привык получать отказ. Вот так сложилась его жизнь. С таким контингентом женщин он общался, что он не привык получать отказы. Скорее, он привык от них убегать и прятаться. Да? То есть они такие вот прям за ним бегают. Я вам секретик скажу. У этого человека очень активная интимная жизнь. Этот человек очень хорошо умеет заниматься кексом. Да? Вот у него прям мастер спорта, не знаю, как сказать. То есть у него, он эстет, и он постоянно в этом развивается. То есть для него очень важно, чтобы женщина получила удовольствие, чтобы женщина его потом похвалила. И вот эти женщины, они за ним после этого и бегают. Он, кстати, очень тщательно подбирает партнерш. Вот вы не переживайте, он следит за то, чтобы акт был, контролируемый, да, чтобы там не было случайно каких-то вот прям неприятностей потом после этого, да, всяких болезней любви, чтобы вот он этого боится, он чистоплотный, он там и в душ, и женщину заставляет там в душ ходить и прочее. То есть в этом плане не переживайте. Если вы с ним сойдетесь настолько близко, чтобы вот прям все между вами случилось, сложилось, вы будете приятно удивлены, насколько он нежный, заботливый любовник, и насколько для него важно, чтобы женщина получила удовольствие. То есть в этом плане, конечно, он молодчинка. Сойдетесь ли вы с ним? Так, я честно скажу, у него планы насчет вас, они такие 50 на 50. Он будет смотреть на вас и ориентироваться, что же вы будете ему посылать за знаки. То есть если вы ему будете посылать знаки, что вот да, я не против с тобой пообщаться, да, как-то наладить контакты, подружиться и прочее, то он, конечно же, обрадуется, будет придумывать какие-нибудь там хитроумные там ходы, да, как бы вас там заарканить. Но если вы ему скажете, что нет, извини, там с кислым лицом скажете, так, мужчина, проходим мимо, то он пожмет плечами и пойдет. То есть, понимаете, этот человек, он сейчас на грани ходит. Да, нравитесь, да, желание есть, да, желание очень яркое, но страх.
страх перед вами, вы слишком холодная, вы слишком недоступная, вы слишком горделивая. Знаете, все равно, что вы какая-нибудь там, не знаю, принцесса крови, да, а он там, ну, как это, пастух, да, пастух, либо там какой-нибудь там паж, не знаю. То есть между вами как будто бы разница есть. И эта разница, она вот чувствуется вокруг вас, вот считывается. Вы девушка непростая, вы девушка интересная, вы девушка начитанная, интеллектуальная, вы девушка, которая, ну, как я говорила, да, знает себе цену, не будет за мужиками бегать. А он к таким не привык. Хотя он, как мужчина, он понимает, что именно такая женщина должна быть рядом с ним, что именно от такой женщины нужно деток рожать, да, что вот именно с такой женщиной нужно строить свое будущее. Ему хочется таких женщин. Но, к сожалению, да, вот из-за его поведения, либо наоборот, из-за его бездействия, да, страха перед такими женщинами, у него как будто бы не было. Сердце у него было в прошлом разбито, но вот настоящих вот таких отношений добрых еще не было. Мои дорогие, планы у него, я вам сказала, какие. Все зависит абсолютно от вас. Он вам дает полный карт-бланш. Если вы к нему проявите интерес, он будет действовать. Будет действовать через шутки, через какие-то, может быть, такие вот, ну, может, даже обыденные подкаты, да, приглашения, там, просто посидеть, поговорить, пообщаться в кафе, в клуб. То есть, ну, такое пойдет, да. Не ждите тут изобретательность. Изобретательность он будет проявлять, когда вы уже будете его женщиной. Понимаете, вот он такой, вот он не будет просто так тратиться на женщину и не будет, ну, с бубном плясать, да, не понимая перспектив. Но когда вы будете его женщиной, тут, конечно, он будет вас и удивлять, и радовать, и подарочки, и романтика, и всякие необычные сюрпризики. То есть мужчина в этом плане молодец. В принципе, ну что, да, непонятно, чем закончится, что он будет вкладываться в женщину. Вот если он уже понимает, что его, тогда да. Мои милые, мужчина, в принципе, неплохой, но ну, с особенностями, назовем его так. Принимайте решения, хотите, давайте ему сигнал, давайте ему ключик от вот этого замка, да, от своего сердечка. Пусть он попытается его открыть. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.